Официальная часть мероприятия начинается с минуты молчания в память о тех, кто отстоял свободу народов 40-х. Сегодня все, кто вышли на улицы, вспоминают своих защитников, отцов и дедов. Ведь именно на их историях выросло уже 2 поколения. Тематикой военных лет в городе веет отовсюду. У нас очень хорошее настроение. Мы вышли погулять, поздравить всех жителей города, также и Республики Ингушетия с Днем Победы. Эта форма мне напоминает мою троюродную тетю Тутаеву, и я горжусь ею. Трагическая судьба медицинской сестры Асият Тутаевой повторилась на войне 1000 раз. Цена за эту победу была слишком высокой. Это миллионы людей, чьи жизни оборвались неоправданно рано. Но праздник со слезами на глазах все равно праздник. Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Победы 9 мая. Желаю вам доброго здоровья, светлого счастья и благополучия. И чтобы никогда не повторилась война. Живу я в городе, наверное, примерно год, а работаю около 5 лет. И за все это время, чтобы было так многолюдно, даже в позапрошлом году, когда был парад, я столько людей не видела. Может, этому поспособствовала хорошая погода, но у людей очень хорошее настроение, все улыбаются, смеются, фотографируются, дети едят мороженое. Мне кажется, атмосфера очень-очень праздничная. Я очень рада, что застала именно то время, когда живы наши ветераны, когда есть возможность подойти, пообщаться, увидеть их. И это очень значимое для всех нас событие, так как это День Победы. Хочу пожелать всем нам и поздравить также с Днем Победы всех жителей Республики Ингушетия, пожелать добра, мира, благополучия и всего самого наилучшего. О значимости этого праздника можно говорить очень долго и очень много, но это невозможно переоценить. Это действительно великая победа, это один из самых светлых, ярких и добрых дней для всего советского народа, для всех стран, которые входили в этот союз. Я желаю в этот солнечный, светлый день нашим ветеранам, всем тем, кто ковал эту победу, счастья, добра и самое главное здоровья. Здоровья на долгие годы жизни. С праздником, друзья! Сегодня 9 мая, посмотрите, прекрасная погода. Сегодня массовое гуляние в Магасе, в нашей прекрасной республике. Сегодня вся молодежь, все жители этой республики отмечают этот прекрасный праздник, праздник Победы. Благодаря нашим дедам, которые сегодня проливали кровь за наше будущее прекрасное. Мы сегодня живем над свободным небом. Мы живем сегодня в мирной республике, мирной стране. У Башни Согласия большой концерт. Песни военных лет в новом исполнении как будто и звучат по-новому. Юнусбек Евкуров поздравил жителей республики и пожелал здоровья ветеранам. Мы должны хранить свою историю, историю нашего народа, беречь эту историю, так же, как и историю великого советского народа и правопреемницы нашей великого Советского Союза, нашей великой России. Надо это помнить, чтить и беречь. И мы с каждым годом будем делать так, чтобы больше людей сюда выходило с портретами своих родных и близких. Почему? Потому что мы через это показываем всему миру, не доказываем, а показываем, напоминаем, что из маленького, небольшого народа, я не люблю слово «маленькое» сам, но все равно того периода, 97 тысяч населения. Если посмотреть среди всех народов, надо еще посмотреть, какой народ дал такое большое количество защитников Отечества, и отправил столько людей на фронт. Разделить праздник с ингушским зрителем приехали и представители благотворительного фонда «Виват Победа», которые уже несколько лет колесят по стране, поздравляя россиян с главной победой в истории. Я рад и очень благодарен о том, что именно на Кавказе, Ингушетия, Магаз, первый город, принял нас как эстафету мира. Это очень важно. Почему? Потому что вот это единение, которое в 41-м прошло наших дедов и отцов Подмосковья, сегодня мы показываем о том, что Кавказ во время войны сделал огромное дело. Фашизм не прошел дальше. Многие остановили, наши деды и отцы именно на Кавказе остановили.
В рамках акции в Ингушетию приехали выпускники проектов «Фабрика звезд» и «Голос дети». Особенно тепло, впрочем, как и всегда, встречают любимицу публики Рагду Ханиеву. Исполнять песни в этот великий день в память о наших героях, посвящая нашим героям, которые спасли наш мир от нацизма, благодаря которому мы сейчас спокойно ходим, дышим, улыбаемся и празднуем этот великий праздник. Меня переполняют бешеные эмоции, эмоции гордости, чувство любви к своему народу и к своей стране. Годы Великой Отечественной стали настоящим экзаменом на мужество как мужчин, так и женщин. Невероятные случаи жизни, казалось бы, обычных солдат восхищают и заставляют трепетнее относиться к ветеранам. Они – часть истории и живая легенда. Наверное, ветераны с радостью забыли бы о самых страшных днях в своей жизни. Но, несмотря ни на что, уже более 70 лет хранят в памяти все это для нас. И это еще один подвиг настоящих мужчин. Каждый год те, кто видел ужас самых кровопролитных битв, рассказывают о страшной войне из первых уст. А благодарные потомки неустанно говорят им свое спасибо. Спасибо! Спасибо вам, наши дорогие ветераны. Спасибо всем ветеранам. Спасибо. Я хочу сказать всем ветеранам спасибо за то, что мы живем в свободной стране. Многие жители сегодня не просто прошли в строю бессмертного полка. Они спешат рассказать на всю страну о том, каких славные предки защищали Родину. На этой фотографии наш дядя. Забрали его, будучи парнем с села Кантышево. Он достойно прошел всю войну, вплоть до Кенигсберга. И вот много соратников после войны приезжало к нам, русских со всех национальностей, говорили, что этот человек работал в разведке долгое время, встретился со своей семьей в Казахстане, здесь вырастил большую семью дружную. И до последних дней хочется сказать, что дядя оставался доброжелательным, хорошим и мужественным человеком. Каждый год все дальше и дальше отдаляет нас от того победного мая. Но потомки обещают помнить и рассказать следующим поколениям о том, какими были настоящие герои Великой Победы. А завершатся торжества большим праздничным салютом. Зарема Ивлоева, Зульфия Мислаурова, Мовсар Магушков. Новости 24.